На База ТВ время новостей, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Второй Абхазский форум молодых ученых открылся в Сухуме. Итоги 2 лет работы подвели в Гагарском филиале школы информационных технологий STEM Lab. 150 бегунов от Абхазии. Первый сухумский марафон пройдет в столице 26 и 27 октября. В первом полугодии 2024 года товарооборот между Россией и Абхазией составил более 16 миллиардов рублей. Со строительством терминала этот показатель значительно увеличится, сказал замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач при посещении площадки строительства припортового контейнерного терминала в Очимчирском порту. Кроме того, замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач оценил как эффективную работу Абхазии по наращиванию собственных доходов с 6,5 миллиардов рублей в 2021 до 9,82 миллиардов рублей в 2023 году. С учетом стабильной динамики роста собственных доходов за предыдущий трехлетний период прогнозируем рост собственных доходов бюджета республики до 10,8 миллиардов рублей в 2024 году и 12,6 миллиардов к 2025. Это порядка 1,9 миллиарда рублей ежегодно, привел данные Дмитрий Вольвач. Автоматизированная информационная система кадастра недвижимости готова к эксплуатации. В рамках рабочей поездки в Абхазию представители Министерства экономического развития России посетили Государственную кадастровую палату. Главу российской делегации Дмитрия Вольвача сопровождала вице-премьер-министр экономики Кристина Азган. Директор палаты Тимур Сангулия провел презентацию автоматизированной информационной системы кадастра недвижимости АСКН, сообщает пресс-служба Минэко. В настоящее время АСКН полностью готова к промышленной эксплуатации. Система начнет функционировать после принятия закона о кадастре недвижимости. Министерство экономики предоставило Абснепресс информацию о программах льготного кредитования, осуществляемых в Абхазии в разные годы. Всего с 2022 года принято 45 заявлений о реализации инвестиционных проектов для участия в программе льготного кредитования, в том числе ООО «Сухумская ривьера» по вопросу дополнительного финансирования в рамках договора, заключенного в 2016 году. В текущую дату заключено 9 кредитных договоров, в том числе дополнительное финансирование по одному проекту 2015-2016 годов. По ним подписаны дорожные карты, определяющие этапы реализации проектов, сроки ввода в эксплуатацию и меры господдержки. Общая стоимость реализуемых инвестиционных проектов составляет 8,2 миллиарда рублей, в том числе заемные средства 5,8 миллиардов. 24 октября состоялось заседание Комитета Народного собрания по государственно-правовой политике под председательством Даута Хутаба. Депутаты обсудили проект постановления о порядке и сроках вступления в силу положений Конституционного закона о судебной власти, касающиеся введения в действие автоматизированной судебной информационной системы АСИС. В рамках заседания депутаты рассмотрели предложение президента Аслана Бжания об избрании на должность судьи Верховного суда Дениса Цвижба. Комитет единогласно решил рекомендовать парламенту утвердить кандидатуру Цвижба на ближайшем заседании сессии. Затем участники заседания обсудили проект закона о внесении изменений в статьи 2 и 11 закона о государственной регистрации юридических и индивидуальных предпринимателей, в котором предлагается передать функции осуществления государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Министерству по налогам и сборам. А сейчас актуальная информация из области экономики. В Москве ввели мораторий на строительство апартаментов. Об этом сообщает «Коммерсант». Мэрия столицы отказалась в дальнейшем согласовывать проекты, включающие в себя апартаменты вместо квартир. Чиновники обосновывают это решение отсутствием необходимой социальной инфраструктуры в подобных комплексах и невозможностью прописаться в таких помещениях. Ограничение затронет приблизительно 11% рынка первичной недвижимости. Мэрия предлагает застройщикам, которые не согласовывали проекты, менять статус апартаментов на жилье. Начатые проекты будут завершены. Международная повестка. Лидеры стран БРИКС планируют расширить сотрудничество и стратегическое партнерство, а также приветствуют использование нацвалют при финансовых операциях между членами объединения и их торговыми партнерами, следует из итоговой декларации, принятой
в Казани. Президент России Владимир Путин заявил, что декларацию распространят в ООН как совместный документ. В документе упоминаются национальные позиции в отношении ситуации на Украине. Лидеры стран БРИКС отметили соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии. Ежегодно 24 октября отмечается День Организации Объединенных Наций. Миссия ООН по наблюдению в зоне грузино-абхазского конфликта МОНГ была учреждена 24 августа 1993 года для проверки выполнения соглашения о прекращении огня 1993 года. Каждые полгода Совбез ООН рассматривал очередной доклад генерального секретаря о ситуации в зоне конфликта и продлевал мандат МОНГ на следующие 6 месяцев. Доклады Генсека охватывали как ход переговорного процесса, так и положение на местах. После признания России независимости Абхазии ввиду разногласий членов Совбеза ООН по вопросу о продлении мандата миссии, ее деятельность была прекращена 15 июня 2009 года. Научная конференция аспирантов и молодых ученых Абхазии открылась в Ботаническом институте Академии наук. В церемонии открытия принял участие глава администрации президента Абисалом Кварчи. Успехов в науке и плодотворной работы в рамках конференции молодым ученым пожелали их старшие коллеги, академики, профессоры, руководители научно-исследовательских институтов Абхазии. Слово Надежде Боровиковой. Второй научный форум молодых ученых Абхазии открылся в Ботаническом институте Академии наук Республики. Конференция продлится 2 дня, и на ней будут представлены работы в сфере гуманитарных, социальных и общественных наук, а также физико-математических и медико-биологических наук. В 2022 году мы провели первый абхазский форум молодых ученых, посвященный 25-летию Академии наук Абхазии. Президиум Академии наук принял решение проводить форумы регулярно, в 2 года 1 раз, и публиковать материалы форума отдельным сборником. Нынешний второй форум объединяет молодых ученых 7 академических институтов и Абхазского государственного университета. С 2026 года, надеюсь, наши форумы примут международный характер. С напутственным словом к молодым ученым Абхазии обратился первый вице-президент Академии наук, доктор биологических наук, академик Сергей Бебия. В науке что-то сделать серьезное без самоотдачи не получится. Просто так прийти в науке, как бы числиться в науке, просто иметь так, звание там, научного сотрудника и так далее, это очень, так сказать, не украшает человека, и нет будущего у такого человека. Но я надеюсь, все вы приняли сознательно это решение, и вам предстоит большой путь к достижению серьезных научных. Вы сегодня научные сотрудники. Но чтобы стать ученым, я еще раз говорю, надо много-много потрудиться. Академик, доктор физико-математических наук Январ Экба с радостью отметил тенденцию на поддержку молодых ученых. В Академии наук, благодаря стараниям Президиума Академии наук, членов Академии наук, произошли существенные сдвиги в отношении молодых ученых, специалистов. Вот недавно создали Совет молодых ученых при Президиуме Академии наук, и параллельно был создан Совет молодых ученых при администрации, при президенте нашей страны. Это говорит о том серьезном внимании, которое придает научной деятельности молодых как Академии наук, так и руководство нашего государства. Директор Института сельского хозяйства Люси Кайба отметил, что перед современной молодежью открыты перспективы, немыслимые раньше, и призвал не упускать возможности и активно обмениваться опытом. Какое счастье, когда говорят «ты молодой ученый». Мы советские люди. Представьте себе, вот я смотрю сейчас на вас, просто белая зависть. В наше время
имея такую возможность, были там очень даже положительные, конечно, но на таком уровне, под эгидой Академии наук, молодые ученые Абхазии, чтобы могли вот так собраться, своим знанием поделиться. Публикации, которые вот и первого форума, и второй форум будет. Я думаю, что в будущем, как президент сказал, это будет иметь международный форум. Это перспектива огромная. Это вы будете нести флаг науки Абхазии. В рамках открытия конференции был презентован сборник «Первый Абхазский форум молодых ученых. Материалы научной конференции, посвященной 25-летию Академии наук Абхазии», после чего молодые ученые разошлись для работы по секциям. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ. В Министерстве здравоохранения Республики состоялась встреча руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Владислава Куликова с министром здравоохранения Эдуардом Будбо и замминистра Республики Саидой Делба. На встрече обсуждалась тематика реализации гуманитарных и волонтерских миссий в республике, вопросы получения образования абхазской молодежью в России по различным медицинским программам, работа Ассоциации выпускников российских советских вузов, а также вопросы двустороннего межведомственного взаимодействия. Гуманитарный груз, доставленный из Абхазии в Курскую область, передан представителям этого российского региона. 30 тонн продовольствия, бутилированной воды и средств личной гигиены собрали частные и юридические лица, а также благотворительные организации республики в помощь жителям Курской области, пострадавшим от нападения украинских вооруженных формирований. Глава МЧС республики Лев Квициния, сопровождавший гуманитарный груз, встретился с представителями руководства области, в частности, зампредседателя правительства области Михаилом Горбуновым. Он передал искреннюю благодарность гражданам и руководству Абхазии от имени губернатора Курской области Алексея Смирнова и жителей региона. На встрече рассматривались вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере, обсуждалась возможность организации отдыха и реабилитации детей Курской области в Абхазии. Первый Сухумский марафон пройдет в столице 26 и 27 октября. В субботу побегут дети до 6 лет на дистанцию 500 метров, до 13 лет – километр. А в воскресенье пройдет главное событие – марафон, полумарафон и забег на 5 километров. Более 600 участников – это гости из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и других стран. Ожидается, что от Абхазии примет участие около 150 бегунов. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Чтобы провести первый Сухумский марафон, понадобилось 1,5 года подготовки. Так говорят его организаторы. Реклама марафона, формирование призового фонда, привлечение спонсоров, организация культурных мероприятий вокруг спортивного события потребовали мобилизации самых креативных сил республики. Тут все международные требования, которые необходимы для проведения марафона, были выдержаны. И трасса сертифицирована должным образом, и участники очень высокого уровня, и количество судей, которые будут задействованы на этапе, я вам сейчас скажу цифру, 120 человек. Это судейский состав, который будет принимать участие в обеспечении всех правил проведения этого марафона. Мы такого здесь не делали никогда. В этом году республика празднует столетие легкой атлетики в Абхазии. Марафон приурочен в том числе и к этой дате. Как говорят организаторы, эта веха будет отражена и на медалях, которые изготовили для участников марафона в Китае. Там же, где делают медали и для нью-йоркского, чикагского и московского марафонов. Дизайн мы держим в секрете. Это специальная такая фишка всех международных марафонов для того, чтобы для участников это был такой подарок, то, что они получают для себя на старте. Никто заблаговременно не знает, какой дизайн будет этой медали, что на ней будет нарисовано. Конечно, она будет с символикой Абхазии в традиционных исполнениях, но с международными стандартами, поэтому будет очень красивая медаль. Ради нее точно стоит прийти и привести детей на 5 километров и поучаствовать в детской дистанции. Марафон для любого города, где он проводится, не просто спортивное событие. Это настоящий праздник. Организацией фестиваля, приуроченного к забегу, занималась Хибла Возба. Она сама бегунья. По ее словам, марафон – отличный способ для разного рода бизнеса заявить о себе. 2 дня, в субботу и воскресенье,
движения будет работать большая ярмарка местных производителей, будет зона абхазской гастрономии, то есть у наших гостей будет возможность продегустировать абхазскую кухню, попробовать абхазское вино, мандариновый сок, поучаствовать в различных мастер-классах. Да? Мы долго думали о том, какую программу сделать, и мы приняли решение, что хотелось бы, чтобы спортсмены также имели возможность познакомиться с каким-то абхазским традиционным видом спорта, и пригласили Федерацию по лучной стрельбе организовать открытые мастер-классы в течение 2 дней. У гостей, участников фестиваля будет возможность также, помимо того, чтобы пробежать, попробовать вино, попробовать абхазскую кухню, также пострелять из лука. Борис Барциц также утверждает, что Сухумский марафон будет иметь мультипликативный эффект, а если станет ежегодным, то будет одним из ключевых мероприятий событийного туризма в Абхазии. И сегодня, возможно, да, там мы говорим о том, что есть некий экономический эффект от того, что к нам приезжают там около 600 гостей, с ними приезжают их спутники, вместе с ними это около 2000 людей, новых вне сезона приезжает в город. Это, конечно же, имеет и экономический эффект, нужный для нашего города. Но сейчас и сегодня даже не это важно. Важно провести это мероприятие на таком уровне, чтобы остались довольны все. По словам председателя Госкомитета по спорту и молодежной политике Абхазии Тарайша Хагба, очень важно, чтобы крупные спортивные мероприятия проходили в самой республике. Да, очень хорошо, когда у нас есть возможность выступать на международной арене, как вы ранее сказали, мультиспортивные игры стран БРИКС нам дал новый импульс к развитию нашего абхазского спорта. Наши спортсмены почувствовали себя большими спортсменами, и они с гордо поднятой головой представляли наш многонациональный народ. В день проведения марафона 27 октября ряд улиц центральной части Сухума будет перекрыта, так как главные из них, проспект Аяйра и частично улица Лакоба, будут трассами для бегунов. Правоохранительные органы будут регулировать движение и направлять большегрузный общественный транспорт по альтернативным дорогам. На личных авто без крайней необходимости лучше в центр столицы не выезжать. По проспекту Мира автомобили двигаться не будут, он будет перекрыт. Его можно будет пересечь в нескольких местах: на улице Джонного, на улице Имама Шамиля и на улице Леона. Можно будет пересечь, но и то как бы не свободно. Там будут стоять посты. Если бегунов не будет, тогда там автомобилю разрешат проехать. Сотрудники будут стараться, конечно же, транспорт организовать движение таким образом, что все, кто едут с Маяка в центр города, их, где заправка Азит, будут отправлять туда наверх, объезжать с верхней части города. То есть будем делать все, чтобы на Лакоба и на проспект Мира автомобили не заезжали. Как говорят организаторы, трасса для марафона в Сухуме идеальна для бега, так как она лежит на практически плоской поверхности. Если в Москве набор высоты при беге составляет 300-400 метров, то в Сухуме это всего лишь 50-70 метров. В Сухуме самая плоская трасса из всех – это высоту до 70 метров набор высоты. Мы ее измеряли летом, то есть есть подтвержденные документы, чем она хороша. То есть бегуны, приезжая, могут поставить свои личные рекорды, потому что они не тратят свое время на то, что и не снижают скорость и не забираются на какие-то горки, которые им нужно преодолеть. Они, то есть, стартуют от набережной и бегут без набора высоты. В марафоне может участвовать любой житель Абхазии, который имеет справку из физдиспансера, а также зарегистрировался на участие. Сделать это можно в пятницу и субботу. Марьяна Котова и Нала Гухава, Абаза ТВ. Подробно об ограничениях движения транспорта на некоторых улицах столицы в день марафона рассказал замначальника УВД города Сухум Нукзар Чичба. Уважаемые жители и гости города Сухум, в связи с проведением в столице Абхазии 27 октября текущего года Сухумского марафона будет ограничено движение автотранспорта по следующим направлениям. В городе Сухум по всем маршрутам приостановлено движение троллейбусов. Полностью перекрывается для движения автотранспорта проспект Аяйра. Частично будет перекрыто движение по улице Адлиба от остановки Пивзавод до улицы Агумава. На данном участке организуется реверсивное движение по одной из полос. Перекрывается движение от перекрестка Имама Шамиля и проспекта Аяйра до улицы Лакоба. Ограничивается движение по улице Лакоба от гостиницы Интерсухум до Красного моста. По ходу движения левая полоса предназначена для транспорта, правая – для участников марафона. Для жителей улицы Когони и прилегающих кварталов будут открыты пункты проезда по улице Джонуа и улице Аршпа.
Частично ограничено движение по улице Акиртава от Красного моста до 14-й школы. Для транспорта будет предоставлена троллейбусная полоса. Правая сторона проезжей части перекрывается для участников марафона. Ограничивается движение по Кадурскому шоссе от 14-й школы до Киласурского моста. По одной из полос для автотранспорта будет организовано реверсивное движение. Уважаемые граждане, в связи с вводимыми ограничениями движения убедительная просьба воздержаться от поездок на личном транспорте в центре города Сухум 27 октября. Перекрытие улиц будут осуществляться с 7 до 16 часов. По окончанию марафона все ограничения будут сняты. Министр здравоохранения Эдуард Бутба посетил центральные районные больницы Глурып, Ачимчир, Тхварчала, Гала, а также Центральный военный госпиталь Министерства обороны. Продолжается объезд лечебных учреждений в плане готовности к зимнему сезону. Сегодня посетили Глурыпскую ЦРБ, военный госпиталь, посмотрели в плане дизель-генератора. Дизель-генератор небольшой мощности есть в лечебном учреждении, питает приемное отделение, питает операционный блок. Переговорили с главным врачом, с начальником госпиталя. Значит, все экстренные пациенты, которые поступают в госпиталь, в Глурыпскую ЦРБ, они, если нужно им оказывать помощь, значит, в приемном отделении и в экстренных службах дизель-генератор запитан. Далее приехали в Ачимчирскую центральную районную больницу, посмотрели готовность также к зимнему периоду. Дизель-генератор в исправном состоянии, определенные резервы присутствуют. Также пообщались с Мадонной Карбеевной. Есть определенные сложности с лекарственным обеспечением для экстренных пациентов. Сегодня в оперативном порядке после возвращения проведем совещание в плане обеспечения. Будем изыскивать финансирование для того, чтобы обеспечить экстренных пациентов, которые нуждаются в такой помощи для Ачимчирской центральной районной больницы. Есть другие текущие вопросы, которые мы переговорили с главным врачом, переговорили и с главой администрации. Далее мы направились в город Гал, Галскую ЦРБ, посмотрели также готовность к зимнему сезону. Дизель-генератор большой мощности исправлен, технически обслужен, резерв топлива присутствует. Также посмотрели ремонтные работы, которые не так давно были завершены на территории ряда помещений территориально, которые принадлежат ЦРБ. Далее переговорили о текущих вопросах, которые на сегодняшний день стоят в Галском районе остро. И есть понимание, как их решать. Следующее, куда мы приехали, это Тхварчальская центральная районная больница. Посмотрели дизель-генератор. Дизель-генератор в исправном состоянии, технически обслужен. 800 литров емкости объема дизеля находится в резервуарах. Также технически исправлен, все расходные элементы заменены. Переговорили о транспортных средствах. Есть сложности с транспортным обеспечением. 2 машины находятся, технически исправные, находятся на ходу. «Газель» находится в ремонте. Очень большую нагрузку получили автотранспортные средства района во время пандемии коронавирусной инфекции. Очень большой объем километража пройден, поэтому требуется по большому счету и обновление автопарка в центральной районной больнице города Тхварчал. В связи с появлением СМИ сообщений о возможных веерных отключениях с ноября уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазия и Общественный совет при аппарате призывают руководство РУП Черноморэнерго и Кабинета министров Республики обратить внимание на возможное крайне негативное развитие событий, связанное с отключением энергоснабжения, в том числе и в образовательных учреждениях Абхазии. Настоятельно заявляют о недопустимости подобных отключений в школах и детских садах и просят рассмотреть возможность исключения образовательных учреждений из графика отключений, либо обеспечить все условия, включая автономные дизельные генераторы, необходимые для продолжения образовательного процесса. Общественная организация ПИПШ-21 продолжает на База ТВ проект «Сила общества». Это цикл круглых столов о гражданской инициативе в разных сферах нашей жизни, экологии, сельском хозяйстве, культуре и многих других. Очередной выпуск посвящен общественным организациям, инициативам, осуществляющим свою деятельность в области медицины. Участники круглого стола – активисты, под чьим руководством проводят диспансеризацию, обеспечивают медицинской техникой больных ДЦП, организовывают диабетические школы и помогают с приобретением лекарств.
Папа у меня болел сахарным диабетом, но только, наверное, после потери отца я задумалась над тем, что я делаю. Все ли я делаю для себя, для своего здоровья правильно. Первый диагноз, который мы обнаружили в школе, был точно сходно с тем диагнозом, с которого все начался мой проект. Для меня это был прям такой толчок. Часто детки, которые только заболевают сахарным диабетом, это всегда первый тип, и чаще всего они поступают в больницу в коме либо в предкоме, и родители не видят всего, что происходит с ребенком за целый день, так как они находятся, допустим, в детском саду. Со зрением очень большие проблемы, но это такая тоже мировая проблема, связанная напрямую с гаджетами, как врачи говорят. Одна семья, ей нужно было не менее 50 тысяч рублей для того, чтобы просто лечиться симптоматически от ковида. Есть поддержка с администрации, но, к сожалению, она небольшая, ее не всегда хватает, поэтому это в основном грантовая основа. Невозможно сравнить ресурсы одного человека, пусть и успешного бизнесмена и мецената, с возможностями государства. Мы сейчас с командой пишем проект для государства, чтобы совместно уже с государством работать, чтобы работа центра была непрерывной для качественной реабилитации, потому что если работа центра остановится, то у многих подопечных начнется откат. Круглый стол «Сила общества. Медицина». Смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. Итоги 2 лет работы подвели в гагрском филиале школы информационных технологий STEM Lab. Также в Гагре открыли еще один образовательный класс для творчества и развития детей. Все эти проекты осуществлены благодаря финансовой поддержке Фонда образовательных и информационных технологий. Подробности в репортаже Элеоноры Гилаян. 8-летний Эдгар Арчеля учится в гагарском филиале STEM Lab. Ходит сюда с удовольствием и очень серьезно рассказывает о том, чем же они здесь занимаются. Прохожу уровни, кодирую. Что мы проходим уровни? Блоки вставляем. Еще мы учимся делать разные блоки, бревна там мы делаем. Тут очень познавательно, круто, хорошо. Мне очень нравится. Более 300 детей за 2 года успешно прошли обучение на курсах гагрского филиала школы информационных технологий STEM Lab. Его открытие 2 года назад стало настоящим событием для Гагры. И по словам директора школы Сабины Лободы, все ожидания оправдались и превзошли. За 2 года работы компьютерных именно курсов 328 учеников было выпущено. По окончанию курсов мы выдаем сертификаты, выдаем их в торжественной обстановке. Все дети запоминают этот день как особенный. Курсы длятся по 3 месяца, и у детей есть возможность продолжать, то есть повышать свою квалификацию, продолжая обучение у нас непрерывно. Но мы нуждаемся в квалифицированных преподавателях, которые могли бы прийти в нашу команду и поделиться своим опытом, начиная от разработчиков до художников. То есть нам нужны все, кто что-то умеет и готовы делиться своим опытом с детишками. Одновременно у нас всегда по-разному учатся детишек. Это может быть и 50 человек, и 100 человек. То есть в зависимости от потока, всегда разное. Зависит от сезона, от количества курсов. Теперь в дополнение к компьютерным курсам в Гагре открывается и творческий класс. Здесь тебя смогут найти все, кому интересно работать руками и развивать креативное мышление. Сегодня нам бы хотелось поделиться такой новостью. Мы открываем новое направление в нашей школе, творческое. Благодаря Олегу Мсасовичу у нас появилось новое пространство творческое. Там будут проходить занятия по рисованию, по шитью, по лепке. Это будет совершенно другое пространство. Мы там будем все создавать вручную, без техники. Будем шить аксессуары, одежду, изучать дизайн, композицию, создавать картины и работать в объеме. Гагре этого очень не хватало. Творчество – это вообще основа полноценного развития детей. И для STEM Lab это большая честь. Мы очень рады, что можем посодействовать в этом важном процессе. Все эти проекты осуществлены благодаря финансовой поддержке Фонда образовательных и информационных технологий под руководством Олега Барциц. Меценат считает реализованный проект успешным, а новый класс перспективным. Наши дети
продемонстрировали в полной мере, что они целеустремленные, умные, упорные. И даже на каких-то зарубежных площадках, в различных олимпиадах, соревнованиях, которые проходили в том числе и на территории развития Сириус, известного по всей России, наши детки выглядели очень достойно, многие побеждали, привозили призы специальные. Я очень рад, что мы движемся в этом направлении. Это, если говорить о 2 годах работы STEM Lab Гагра. Ну а сегодня мы еще открываем еще дополнительный развивающий класс. Там будут маленькие дети работать и обучаться. Это и рисование, и шитье, и лепка. То есть все, что развивает еще и творческое начало, воображение, фантазию, чувство вкуса прививает. Для нас это крайне важно. Конечно, есть мысли о том, чтобы масштабировать такие проекты. Я считаю, это необходимо для нашей молодежи. Наши дети и молодые люди, они должны быть конкурентоспособными в этом жестком, быстро меняющемся, высококонкурентном мире. Помимо фонда поддержал открытие образовательного центра интернет-провайдер «Гагра Телеком». Мой профессиональный интерес – это вырастить новое поколение IT-специалистов. На сегодняшний день у нас уже есть студенты, у нас были практиканты. Прошло вот всего 2 года, и интерес у детей не падает. Детям очень интересно, это новая сфера для них, это что-то новое. Мы открыли новые горизонты для них. Это не может не быть интересным. Я безумно благодарна Олегу Мсасовичу Барциц за возможность принять в таком мероприятии благотворительном участие. Безумно благодарна нашей команде. Каждый из них сделал свой вклад в открытие этих классов компьютерного и сегодня уже творческого помещения. Для самого STEM Lab важно работать не только в столице и быть доступными для большого количества детей. Основатель и идейный вдохновитель школы STEM уехал в Великобританию на год по личным обстоятельствам. Теперь директор Алмазхан Марколя, сотрудник СФТИ и музыкант. Конечно же, несмотря на то, что на сегодняшний день уже по нашей статистике обучение прошли 3500 детей, однозначно есть потенциал для расширения, и мы бы хотели бы, конечно, присутствовать во всех городах Абхазии, потому что сложности есть с этим, доступности для всех желающих обучаться. А помимо того, что мы хотим расширить линейку курсов, но надо еще и повышать качество курсов, да, это всегда связано с некой методологией, то есть с преподаванием, чтобы однозначно чувствовался прогресс, да. Поэтому очень много зависит от преподавателей и специалистов. И в этом смысле мы открыты для сотрудничества, и если кто-то желает поработать у нас, мы с удовольствием готовы общаться и предлагать работу. Создание таких образовательных центров в разных районах страны – большой шаг к развитию нашей молодежи и получению ими необходимых в жизни и будущей работе навыков, которые сейчас можно освоить только в частных образовательных центрах. Элеонора Гилаян, Инала Гухава, Абаза ТВ. Совместная детская выставка учеников Дома детского творчества «Айнар» и художественной школы Липецка открылась в Сухуме. Сотрудничество 2 творческих школ продолжается на протяжении 10 лет. Смотрите зарисовку наших корреспондентов. В Сухуме открылась уникальная выставка детских рисунков под названием «Палитра мира». Этот проект реализуется при поддержке Дома детского творчества «Айнар» и художественной детской школы имени Сурикова. Это мероприятие, объединяющее творческие таланты 2 студий Липецк-Сухум, поддерживает творческие отношения уже 11 лет. Сегодня команда из Липецка уже находится в Сухуме, где принимает первых гостей. Наша выставка сделана для того, чтобы мы с вами обменивались культурными ценностями. Ваши культурные ценности Абхазии, наши российские культурные ценности. Мы всегда это делаем раз в год. Это вот у нас уже традиция. Вот в сентябре Виталий Янкович, директор Дома творчества «Айнар», приезжал к нам с мастер-классами. На сегодняшний момент это 11-я наша совместная выставка.
с Липецкой художественной школой и с нашей студией Дом детского творчества «Айнар». Тут каждый год, где-то в конце октября, мы либо делаем выставку у нас здесь, либо делаем у них в Липецке. Мы едем туда со своими работами, и любой творческий человек, он должен ездить, видеть, сравнивать, учиться, как говорится, без конца. Я сначала нарисовала карандашом, наметила все детали, а потом уже начала раскрашивать. Я достаточно долго рисовала эту картину, но мне помогали. Выставка «Палитра мира» проходит ежегодно в Абхазии как традиция и привлекает большое количество гостей. Всего представлено более 100 детских работ. Здесь есть и натюрморт, сюжетные композиции, иллюстрации и пейзажи. Алиса Адлиба, Тимур Гугохия, Абаза ТВ. Учащиеся средней школы номер 6 города Сухум, проживающие в селе Мерхиул Гулрыбского района, сталкивались с проблемой нехватки транспорта. Как сообщает пресс-служба президента Абхазии, обращение к министру энергетики и транспорта Джансуху Нанба дало свои плоды, и менее чем за месяц проблема была решена. В новом учебном году учащимся из села был предоставлен транспорт. В рамках обращения жителей села к руководству Республики Абхазия по поручению президента Бжаня Аслана Георгиевича Министерством энергетики и транспорта совместно с автотранспортным предприятием города Сухум достигнута договоренность об оказании содействия жителям села в осуществлении бесплатной перевозки учеников Келасурской средней школы номер 6, проживающих вдали от учебного заведения. Водитель приступил к своим обязанностям с сентября текущего года. Автомобиль подается своевременно и будет подаваться на постоянной основе. Порядка свыше 80 тысяч рублей ежемесячно на всех троих водителей. Раньше мы ждали долго, когда за нами приедут родители, но сейчас у нас есть хорошие дяди, которые нас водят на маршрутке. Wi-Fi есть и тепло в маршрутке. Долго ждал, кто подвезет. Иногда соседи подбирали. Иногда из-за плохой погоды я оставался дома, из-за того, что я не мог в дождь идти в школу. Сколько лет дети уже мучились 3 года. Спасибо большое. Вот в этом году мы обратились, нам помогли. Без проблем уже ездит маршрутка, дети довольны, спасибо большое. Очень тяжело было, потому что без транспорта дети спускались на трассу, стояли, чтобы на попутках добирались домой, но не всегда везло детям и как-то вот так вот. И еще хотела бы поблагодарить Джансуху Нанба. Я обратилась к нему, он помог. Спасибо большое ему и президенту тоже. Спасибо вам огромное. Продолжаются работы по благоустройству дворов на улице Дзидзария в Сухуме. Эти работы стали результатом обращения жителей, которые неоднократно жаловались на подтопление дворов после дождей и разрушенное дорожное покрытие. На данном этапе проводятся подготовительные работы по бетонированию оставшейся части двора, включая выездную зону на центральную дорогу и дорогу, ведущую к детской больнице. По поручению главы администрации Беслана Федоровича управлением Горстройпроект была составлена проектно-сметная документация на благоустройство дворовой территории, бетонирование и ливневого приемника и отвода ливневых стоков, дождевых стоков, центральную ливневку. Смета составлена свыше 5,5 миллионов. На данном этапе уже работы проведены по заливке бетона перед домом 24. Подготовительные работы проводятся в другой части дворовой территории. Также уже сделана ливневка, приемник ливневой открытый.
И будет после уже укладываться труба ливневая, которая будет выводить всю дождевую воду. Здесь и бетон, и асфальт, и уже гравийка. Вот, и заливала подъезды при обильных осадках, и подвальные помещения также заливала. И в связи с этим люди не могли к своим домам, своим подъездам подойти. Просили администрацию города поддержать их и помочь в решении данного вопроса. На данном этапе подрядная организация уже провела работы по демонтажу и вывозу старого битого бетона, асфальта, подготовили саму площадку под заливку, вот, и ждут бетонные узлы, которые должны поставить бетон. В течение месяца планируют завершить работы, у них по договору отведено 2 месяца на завершение всех работ. Очень много таких объектов, где требуется вмешательство. Администрация города старается по мере возможности делать, выполнять эти работы. Рад был обгон дзератшаныштан садзомус заадзомус араболота машина коза адзомус харгиха знуко адзомус и табу бидодан яхвар хата хуп яхзартас. Между тем, асфальт провалился под бетоновозом на улице Гулия в Сухуми. Рассказал об этом журналистам начальник управления городского хозяйства Руслан Авицба. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Здесь на углу ведется стройка, котлован заливается бетоном. Вечером 22 октября заехал бетоновоз, однако машина поползла и разрушила тротуар. Плиты здесь еще с советских времен, они достаточно тонкие, сказал он. С утра городские службы расчищали образовавшуюся яму от обломков асфальта и бетонной плиты. Асфальт за свой счет восстановит подрядчик, который проводит строительные работы. Сейчас о погоде. В пятницу 25 октября в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен дождь, гроза, туман. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 6 до 11, днем от 13 до 18 градусов. Температура морской воды 20 градусов. Волнение морской воды значительное. Относительная влажность воздуха 70-90%. И на этом выпуск завершен. Следите за развитием событий на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.